Вы представляете, ведь каждый год пропадает в мире большое количество языков, наречий там, и так далее. Литература исчезает. Казалось бы, одна фраза, брошенная мимоходом, как бы невзначай, стала поводом для серьезных дискуссий. Но, во-первых, всем понятно, что президент России слов на ветер не бросает. А во-вторых, по словам экспертов, это заявление Владимира Путина о создании специальной программы по сохранению национальных языков уже само по себе продиктовано жизнью. Ну, в какой-то степени мы, конечно, ожидали, что будет некая компенсация за вот этот вот, как мы считаем, неправомерный закон, фактически лишающий население страны права на изучение родных языков. Вот. И, естественно, такой компенсационный механизм, он должен был отыграть эту тему назад. Другой вопрос. Какой будет новая программа? Владимир Путин дал понять, что нечто подобное существовало во времена СССР. И, возможно, новый документ будет воссоздан по аналогии. Статус программы также не был озвучен. Будет она федерального или же регионального значения. Но здесь можно просто, как говорится, включить логику. Практически у каждого национального региона, ну и тем более у Татарстана, подобная программа уже существует. А это значит, что подразумевалась именно стратегия, комплекс решений общегосударственного масштаба. Но все эксперты сходятся в одном. В содержании нового документа главная роль должна быть отведена именно системе образования, так как развитие языков народов России невозможно представить без участия в этом процессе учебных заведений. А в разработке нового документа должны участвовать компетентные специалисты из национальных регионов. В этой программе прежде всего должна быть предусмотрена подготовка педагогических кадров, учителей родных языков, потому что эта проблема очень актуальная. Например, учителя татарского языка не готовятся в регионах Российской Федерации, хотя там проживает 3/4 татар. Второе. Это второе обеспечение учебно-методической литературой. Потому что, например, Татарстан, затратив свои 40 миллионов, сумел включить учебники татарского языка и литературы в федеральный список. А сейчас можно учебники использовать только из федерального списка. А другие народы этого не смогли. В сохранении и развитии национальных языков особая роль отводится региональным и национальным СМИ. Потому они также должны быть в центре внимания национальной государственной политики, отметил государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев на этой неделе, приветствуя участников медиафорума. Это тончайшая материя. До него нельзя дотрагиваться до, как говорится, по-иному, как только, значит, так аккуратно настолько, значит, и находить взаимопонимание. Вот Дана, значит, высказался. Президенты стараются всегда, понимаете, по ситуации реагировать. Вот это и есть, значит, реакция президента страны на состояние языков. Хотя и закон долго обсуждался, он принят, но сейчас же найдутся ревнители. Нельзя попытаться поставить государственные стандарты образования выше Конституции Российской Федерации или Конституции, значит, субъектов или уставов. Кто имеет на это право? А ведь дело ведут в отдельных ведомствах, значит, по такому пути. Обязательно вот опять начнут, значит, да, через стандарты и так далее, и так далее. И все, как говорится, значит, сказанное руководством страны, может, понимаете, не то, что не понимаете, это не так. Но это не та политика, если это на уровне стандартов не будут учтены интересы государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик и языков народов Российской Федерации. Мы должны, у нас проблем хватает, но нельзя такой ситуации тем более. В мире не все спокойно. Дотрагиваться до такого, до которого нельзя дотрагиваться вообще. Безусловно, новая программа сохранения национальных языков федерального уровня должна дать новый виток в развитии языка, культуры и образования народов, проживающих в России. Эксперты уверены, что в процессе решения этой задачи будут не просто выявлены пробелы в законодательстве, но и выявлен этнокультурный потенциал народов, который должен жить, а не просто остаться в истории. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.